Ассаламу алейкум, дядика Ахилшу. В сети интернет выложено множество публикаций, в которых ингушскими провокаторами искажается история чеченского народа. Раз эти люди продолжают свою лживую деятельность, чеченцы не должны молча наблюдать за этой несправедливостью. Сегодня, с дозволения Аллаха, разберем один из тезисов этих сказочников. Итак, первое их высказывание, которое мы сейчас рассмотрим. Никакого отношения те, кто за Аргуном жил, Нохчи, которые чеченцы, да, Нохчи Махкой, там, равнины, не имеют к этим ни захоронениям, ни к этому этнониму. Это слова о том, что Кистетия – это позднесредневековое обозначение якобы одной лишь Ингушетии, и что ичкерийцы взялись за присвоение этнонима Кисты. Во-первых, история чеченского народа является достоянием и предметом изучения всех чеченцев, какого бы политического курса они ни придерживались. Ингушские провокаторы используют всякого рода приемы, чтобы усыпить бдительность и внушить простому народу мысль, что данная тема касается только небольшой категории среди чеченцев. Во-вторых, кистами называли не только Тайпу-Вабой, часть которого позже стал называть себя галгаевцами, но и всех исторических нахчей, проживавших от Терека до границ дагестанских народностей. Подкреплю свои слова документами. В книге, выпущенной Академией наук СССР под названием «Этнонимы», на странице 14 говорится: «Долго считали, что кистины, меджеги и чеченцы – разные народы, тогда как это лишь разные названия одного народа». Также в книге Зубова «Картина Кавказского края», составленной в 1835 году, данные народы нахчи грузинами этноним кисты и перенятые русскими у кабардинцев чеченцы объединены в названии одной из глав. Шурц в 1895 году в книге «Краткое народоведение» сообщает: средняя группа кавказцев образуется одним главным племенем чеченцев, которые сами себя называют нахче, а у грузин известны под обозначением кистин. Броневский в 1823 году сообщает о расселении кистов между осетинами и дагестанскими народами. Ознакомиться можете в его книге «Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе». А вообще, первыми в известных нам документах, упомянутыми как кисты с привязкой к конкретной местности, являются именно чеченцы, жившие между Тушинами и городом Чечен, о которых нам известно из документа 1665 года, приводимого Кушевой в своей работе. Почитать об этом можно в книге «Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX века». Несмотря на наличие таких документов, чеченцы не перетягивают этот этноним чисто на себя, исключая из-под него ингушей. Хотя в 17 веке не было не только народности под названием ингуши, но и не встречается упоминаний о существовании ангушта, от которого они получили этот этноним. Упоминаются лишь калканы с конца 16 века, да и те вплоть до 20 века чаще как одно из обществ чеченского народа. Не буду задерживаться на этом, выпустим передачу с подробным изучением данного вопроса немного позже с дозволения Аллаха. Далее зачитаю вам цитату историка, архивиста, этнографа, кавказоведа Вейденбаума. В своем путеводителе по Кавказу, изданном в Тифлисе на странице 70, он пишет: в старинных русских дипломатических актах, относящихся к 16-17 столетиям, упоминается в горах по Тереку народ Мичкизы. Впоследствии, когда русские войска побывали за Тереком, появились названия чеченцев и кистов. Наконец, при более близком знакомстве с горцами восточной половины северного склона Кавказского хребта мы узнали о существовании галгаев, глигов, ингушей, карабулаков, назрановцев, ичкеринцев, ауховцев и множество других народов. После лингвистических исследований оказалось, что все они составляют одно племя или народ, который сам себя называет нахчей. У нас же известен теперь под названием чеченцев. Все же приведенные выше названия означают или родовые подразделения этого народа, или заимствованы нами от названий селений, например, назрановцы и чеченцы, и местностей, ауховцы и ичкеринцы, или же, наконец, взяты у соседних народов. Так, в Мичкиз наших актов есть искаженное название Мичикуч, под которым чеченцы известны у кумыков. Кисты или кистины – грузинское название того же народа. Конец цитаты. Также существует большое число карт, доказывающих нашим норницам, что этноним кисты в общем смысле распространялся до самых восточных обществ чеченского народа.
Нет надобности показывать все эти документы в одной передаче, ограничимся тем, что предоставим исторический материал, в котором горы на самом востоке Чечении назывались некогда Кистинским хребтом. А вы все карты потыкайте со всех веков и посмотрите, что с этого получится. Вот интересно будет, а? Так, на карте Кавказа 1842 года горы на границе Чечении и андийских селений указаны как Кистинский хребет. Помимо этого на карте перечислены общества чеченского народа. Среди них кисты указаны дважды. Это ближние кисты, Тайпуабой или Фяпи, и дальние кисты, общества, живущие в верховьях реки Аргун. Также отметим, как на этой карте, так и в некоторых приведенных нами документах Галгай и древний Тайпуабой указываются как два равных по статусу общества чеченского народа. В журнале «Современник» в одном из номеров, изданном в 1840 году, говорится, что Кистинские горы отделяют чеченские общества от дагестанских. Покажем вам еще одно подтверждение существования топонима под названием Кистинский хребет на карте европейской части России XIX века. Это лишь небольшая часть документов, которых я мог бы зачитать, но дабы не затягивать выпуск, для начала обойдусь ими. Из всего увиденного каждый чеченец и здравомыслящий ингуш прекрасно, думаю, понял, что никакие хоккеисты, гитаристы и бобслеисты не пытаются ничего ингушского присваивать. Напротив, наши усилия направлены и будут направлены только на защиту чеченской истории, на которую посягают диванные историки и псевдоученые, обделенные простой человеческой моралью и совестью, пытающиеся обогатить свою историю присвоением этнонимов кисты, дзурдзуки и прочих, подрывая и искажая историю народа Нохчи, но не желают быть едиными с теми, от которых они некогда отделились. Уэнвежерих едшпол цхаболнах, уэкоман дуалбеш бол харц ямарт болх сацвашпац минотан. Цейр харц униладу гуш юсталатал он дусобар вайгадац, ледерхум наш соуцу вайдик чувежери ниц цакача, вишкик эзик боси ха адьезвайн. Дал бак вот ол лейл марш айлшу.